2 серебряные медали – таков итог выступления представительницы Республиканской федерации спортивной борьбы на завершившемся в Чебоксарах розыгрыше Кубка России по женской борьбе. Кому из хозяек соревнований удалось подняться на пьедестал почета, расскажет мой коллега Вячеслав Ильин. Спортивные состязания – это не только атлеты, судейский корпус, болельщики, но и наградная атрибутика. И здесь организаторы, как говорится, расстарались. Вот такие вот замечательные матрешки получат победители Кубка России по женской борьбе. Кубок победителей презентовали в Чебоксарах год назад. Правда, стилизованная матрешка так и не получила местную прописку. Так что ныне представительницы Чувашской школы женской борьбы получили второй шанс. А вот реализовать его было непросто. Помимо представительниц 25 регионов России, в битве за уникальный спортивный трофей принимали участие коллеги из Монголии и Белоруссии. Из 8 хозяев Кубка в финал удалось пробиться лишь уроженкам Канашского района – Веронике Чумяковой и Алене Тимофеевой. Самой опытной в дуэте хозяек была Вероника Чумякова, она в красном трико. Для действующей чемпионки страны было важно на домашнем ковре доказать тренерскому штабу национальной команды, что, отправив на чемпионат мира представительницу Татарстана Светлану Липатову, они ошиблись в выборе. И подопечная Наталья Смирновой, воплощая задуманное, работала на ковре первым номером. Однако ожидаемого результата это не принесло. Короткого перерыва хватило для разбора, а вот добиться результата помешала травма. В итоге серебро. На мир забрали ее. Мне было обидно, я хотела сейчас выиграть, в итоге вот так все вышло. Печально все. Спасибо. Неудачной оказалась и вторая попытка чувашских девушек завоевать почетный трофей. Но здесь были объективные причины. Для 18-летней Алены Тимофеевой, она в синем трико, уже выход в финал Кубка России был прыжок выше головы. Воспитанница Дениса Егорова, только перешедшая в юниорскую группу, противостояла опытная и весьма титулованная спортсменка из Монголии Курелху Болортуа. Алене не удалось вырвать у соперницы ни одного балла, и все же занесем ей этот поединок в плюс. Она лучшая среди россиянок, выступавших в категории до 65 килограммов. У меня будет уроком эти соревнования. Тем более участвовать в соревнованиях впервые. Вторая попытка получить заветный трофей в спортивный актив Чувашии результата не принесла. Но в активе организаторов есть решение. В ходе турнира было достигнуто соглашение об открытии в следующем году в республике регионального центра развития женской борьбы. Обратились к опыту в вашей республике и думаю, что прекрасным примером будет строительство этого центра именно здесь. И вы покажете пример всей стране. Вячеслав Ильин, Екатерина Янгалакова. Вести Чувашия.